Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу «Точка опоры». В этот праздничный день, предпраздничный день, приветствую всех наших телезрителей и телезрительниц. Тема нашей программы сегодня не только о цветах и подарках в преддверии 8 марта, а гораздо глубже и с более интересными и значимыми смыслами. Ну, действительно, кто там рассказывает, что многодетным мамам там дарят в день по 5 открыток, да, по 5 букетов цветов. Но на самом деле, каким трудом достигаются эти 5 открыток и 5 букетов цветов. Как вообще совместить многодетность и успешность в бизнесе? Потрясающие гости, девочки у нас сегодня в студии. С удовольствием их всех представляю. Елена Тихонова. Мама 3 детей, сначала мы озвучим, сооснователь и руководитель детского города Kids Space, руководитель родительского комитета при Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан. Рада вас видеть. Елена Кофанова, мама 4 детей, психолог, основатель психологического клуба и сооснователь сети кафе «Татарская кухня». Спасибо. Приветствую вас. Добрый день. Диляра Залилеева, мама 5 детей, основатель и владелец частных детских садов, экосада, да, и частных школ. Если не ошибаюсь. Приветствуем вас. Дарья Юманкина, мама 3 детей, клинический медицинский психолог, логопед-дефектолог, основатель и руководитель нейрологопедического центра. Здравствуйте. Гузель Шубина, мама 4 детей, семейный психолог. Рады вас видеть. Анастасия Гельмануру, мама 4 детей, сооснователь Академии Ментор, тренер программы личной эффективности, член психотерапевтической лиги Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, посчитать, сколько там на всех детей-то? Ну, очень много. Короче говоря, такой клуб многодетных мам у нас сегодня здесь. Сегодня предпраздничный день, поэтому вопросы будут где-то чуть-чуть с подвохом, где-то не очень. Чего требуется от нас сегодня, это только абсолютно хорошее настроение. Тем более задали нам неплохие цифры мы получили от нашей интернет-аудитории после опроса. И у меня такой позитив проснулся в этой жизни. Предлагаю вам тоже их послушать. Мы спросили у интернет-аудитории ТНВ ВКонтакте, хотели бы вы иметь много детей? Да, не меньше 3. 31% респондентов. Нет, одного бы вырастить 41%, но при этом 29% участников опроса сказали, у меня уже многодетная семья. Понятно, что кто из вас, что все из вас выбрали, да, абсолютно в этих 29% у меня уже многодетная семья. Вот я хочу спросить, почему многодетность многим воспринимается как некий подвиг, отказ от всего остального, от образования, карьеры, ухоженности, хобби, путешествий, возможно, от мужского внимания иногда, да, там, либо близко к разводам иногда. Есть ли в этом доля правды, как его переломить? И вообще, часто ли сталкиваетесь с тем, что люди как-то так недоуменно, у тебя 5 детей, Диляра? Есть? Круглые глаза. Рассказывайте, вот есть стереотипы такие, как к вам относятся? Я люблю вот этот момент. Диляра, подвиг это или не подвиг? Я в последнее время убедила себя в том, что действительно, да, это подвиг. То есть сначала мне казалось, что, ну, вроде, ну, что такого, само собой разумеющееся, я очень легко к этому относилась. Но с каждым новым ребенком прибавлялось забот, хлопот. Это не только родить, конечно же. Ну, во-первых, выносить. Это же, ну, в первую очередь, выносить. Это вообще непростая история. Потом родить, а потом еще и восстановиться после родов. И кроме этого, управлять всем этим хозяйством. Мужчины, они менее приспособлены к таким историям, поэтому сегодня это можно говорить, да? Мама, как правило, на себя берет основную часть вот всех вот этих вот забот, поэтому тут, конечно, подвиг, я считаю, точно. То есть, ну, 2 даже уже подвиг, честно говоря, потому что с 2 тоже непросто. Ну, а значит ли многодетность отказ от образования, карьеры, это выбор. От увлечения? Это выбор каждой женщины. Можно отказаться. Это право и абсолютно оправданно, абсолютно. Можно просто растить детей, и это тоже ок, абсолютно хорошо. И выбор другой женщины, которая хочет самореализацию параллельно, саморазвитием заниматься, встречаться с подругами, жить свою яркую жизнь, это, конечно, тоже выбор. Анастасия, вот у вас 4 детей, да? Да. Каждый ребенок подвиг? Или у вас 4 в одном подвиге? Для начала. Ну, у меня так получилось, что у меня есть старшие дети и младшие дети. То есть у меня как-то оптом сначала старшие родились, а потом так получилось, что во втором браке у меня родились еще вот 2 детей. Оптом? Да, тоже оптом. Вот, теперь у вас оптом 4? Теперь у меня их оптом 4, все 4 девочки. То есть, на мой взгляд, это даже подвиг не мой, а мужа моего второго. Вот лично у меня. Соглашусь. 4 женщины в доме, там, маленьких там. И, ну, наверное, в чем-то есть, да, смысл. По поводу подвига,
Но вот от чего пришлось отказаться, Анастасия? У меня, на самом деле, как, я не знаю, повезло, не повезло, я ни от чего не отказывалась. Я с каждым ребенком повышала свою квалификацию. То есть я училась постоянно, я там открывала бизнесы. То есть у меня очень была мощная сеть поддержки. Это мои родители, родители супруга. И дети друг друга очень сильно поддерживают. Мне иногда кажется, что даже один ребенок для многих женщин, для многих семей уже подвиг. А вот когда их много, как-то они, так знаете, сами по себе друг за друга берутся. И, в общем-то, такая семья сподвижников получается. Сподвижников, соработников, единомышленников. Но я так понимаю, что, в принципе, появление каждого следующего ребенка фактически приводило вас к новым высотам, да? Да, но у нас семейный бизнес, и, конечно, в семье, когда у тебя и семья, и семейный бизнес, тут очень важно, чтобы все были включены. Так что как-то так. Хорошо. Елена, у вас 4 детей. Маленькому вообще 4 месяца, еще совсем малышу, при этом вы фактически не отошли от дел и продолжаете заниматься, чем всегда занимались. В общем, бизнес-вумен в чистом виде. А вот у вас подвиг? Я вообще считаю, что у женщины свой подвиг, у мужчины свой подвиг. И в многодетстве у отца тоже действительно... Он причастен вообще к подвигу. Я вообще считаю, да, если он включен, это просто уже мужчина-герой. Я верю, что многодетные семьи полноценны как раз-таки отцовской фигурой. Так, что касательно себя... Наверное, я не умею по-другому. То есть я это делаю в естестве своем. Не потому, что я что-то даже выбираю или между чем-то выбираю. Для меня дети, как вот, не знаю, вот само собой разумеющееся в деле. А он со мной рядом, я также действую. Как только я себя физически хорошо почувствовала, посидела дома, посмотрела, сказала, классно, ну вот что-то мне не хватает. И пошла. 5-го. Нет. Работать. И все-таки... Страшновато пока звучит 5-го. Елена, а от чего, ну, все-таки иногда же анализируешь свою жизнь, от чего-то пришлось отказаться? Ну, вот если вот по-честному. Ну, личного времени. Ну, его меньше, это факт. Наверное, если бы было меньше детей, его было бы чуть больше. Но это моя гипотеза. Опять-таки, может быть, я его также бы и не заметила, кто знает. Но реально ты ни от чего не отказываешься. Ты же каждый день выбираешь то, что ты сегодня выбираешь. Поэтому и отказываться не от чего. Я тоже так же за развитие, мне интересно жить, очень интересно. И мне хочется, чтобы даже мой энтузиазм детям был тоже каким-то примером, что жизнь интересна, и можно в декрете, я тоже поддерживаю мам, которые в декрете кайфуют, находят себя, это вообще классно. И поэтому любой ребенок героизм, а если еще и мама от этого кайфует, то это прям... Счастливый героизм. Счастливый такой, героизм. Да? Так, вопреки всему. Гузель, вот как психолог уже в этой ситуации, все-таки почему вот воспринимают, что многодетность это тяжело, это подвиг, это как вот, ну, немножко такое утомленное лицо мамы, да, ну вот такой стереотип, то, что мы в принципе видим. А на вас сегодня глядя, просто стереотипы рушите, абсолютно. Почему так, а для вас это подвиг или нет? Честно сказать, я долгое время себе не признавалась, что мне сложно. То есть у меня была вот такая вот картинка идеальная, и я всегда говорила, нет, это так естественно, это так легко, тут 1, 2, 3, 4. Но, честно признаться, это сложно физически, периодически. То есть бывают моменты, когда очень сложно эмоционально. И в этих сложностях помогает как раз-таки наличие партнера, супруга, который может с тобой вместе разделить эмоциональные какие-то нагрузки, физические. Почему такой стереотип, то, что уставшие? Ну, я думаю, что все равно многие здесь присутствующие могут, наверное, признаться, что бывает физически действительно сложно. Когда, например, были моменты, когда там трое лежат, ротавирус. То есть это был кошмар, действительно, да. Но все то, что они дают, эти дети, это полностью перекрывает вот это как бы физические какие-то моменты, эмоциональные. То есть это настолько наполняет, и только больше есть этого ресурса. Как бы то ни было, сегодня девочки все равно это подчеркивает роль партнера, да, и героизм тут отцовский мы увидели, вот опять, что партнер помогает. Да, Елена? Это героизм 1 на 2? У каждой женщины все индивидуально, конечно. В моем случае
вообще ракурс имеет значение. Так. То есть на самом деле, конечно, люди, у которых пока нет детей, или один ребенок, или два ребенка, наверное, для них это сложно. Возможно, и я так думала когда-то. Но когда ты находишься вот внутри этой жизни многодетной, я вот сейчас с высоты прожитых лет скажу, что для меня это было какое-то такое классное приключение. Я абсолютно согласна, что было местами очень тяжело физически, морально тяжело, разумеется, потому что нужно сохранить отношения с партнером, сохранить отношения с близкими, нужно научиться договариваться о помощи. Может быть, для кого-то это было сложно, вот для меня, например. Но когда я говорю про ракурс, я имею в виду какие-то новые открытия, которые ты внутри этого материнства про себя открываешь. Допустим, если это первенец, то я, в принципе, помню свои ощущения в роддоме, когда я думаю, ничего себе, вот кто, оказывается, такая женщина, вот лежит человек, вот он из меня родился. И я подумала, что когда больше я не позволю ни на какую-то другую женщину, ни по отношению к себе со стороны мужчины какое-то такое вот слово, какое-то высокомерие. Потому что действительно я себя тогда почувствовала героиней. И я каждый раз в роддоме себя такой чувствовала. Вот. А потом, когда ты становишься настоящим многоруким человеком, когда ты можешь и кормить грудью, и одновременно провожать кого-то в школу, и целовать мужа, и варить кашу, и так далее. В нашем случае мы еще и бизнесом умудряемся заниматься. Это же все про какие-то интересные открытия про себя. И не знаю, мне это интересно. Мне интересно. И я согласна с Леной, что это действительно какой-то мощный толчок для наших детей тоже. С одной стороны думаешь, нет, наверное, это нехорошо, девочки не должны на меня так смотреть и так же бегать. А с другой стороны, если им это нравится, почему нет? И каждый сделает выбор тогда, когда наступит время. И еще, все социсследования ставят материнство на первое место в рейтинге женского счастья. Большинство российских женщин репродуктивного возраста хотели бы иметь детей. 88% среди возрастной категории 18-45 лет. Чаще всего в мечтах двое детей 39%. Иметь с 3 хотели бы 28% опрошенных. 4 и более детей 9%. Да? Да? Каждая из вас не побоялась войти в эту немногочисленную группу многодетных мам. Кто принял решение? Да? На кого пальцем показывать? Кто принял решение? Да, не было такого, что я хочу, и мне все равно твое мнение. В нашей семье у нас 2 дочки и младший сын. Я помню, что тогда была песня популярная «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына». Так, вы по этому принципу шли. Не то, чтобы это послужило основным мотивом, но как-то так сложились звезды, что не было прицела только сына родить. Но это так спровоцировала ситуация, что появился у нас сын. Так, кто у вас принимал решение, Анастасия? У нас-то вообще смешно. 4 девочки подряд, да? Такое ощущение, что вы. Почему-то закрадываете. На самом деле у меня муж просил детей. Да? То есть он прям мне стал в какой-то момент говорить, что давай рожать детей. Давай рожать. Да, у вас уже 2 есть, и тут еще нужно 2. Да, и он пришел в семью, и у нас уже было, у меня было 2 детей. И, в принципе, я могла сказать, а что, достаточно вопросы, давайте этих поднимем для начала. Я сомневалась, потому что был очень такой сильный рабочий график, очень плотный. И мой супруг мне сказал, знаешь, тренинги всегда шли и будут идти, давай. И мы на самом деле рискнули. У нас между маленькими 2 и 7 всего лет, то есть они совсем по сути, такие 2 подружки. И иногда я думаю, что если бы высшие силы дали еще, мы бы, наверное, еще родили. Нам говорят, вы, наверное, все за мальчиком ходили то есть, понятно, 4 девочки. Наверное, да. Мы поняли в какой-то момент, что... Да, может быть, еще и за мальчиком. Я пока точно так реагирую. Вы знаете, я хочу сказать, что у меня муж реально купается в любви. Сколько любви дают девочки, супруга, это просто вообще... Есть определенное счастье. Я не знаю, как он себя чувствует 8 марта, да? Но, по крайней мере, остальные не точно. Кто принимал решение? И вообще, кто должен?
никто не должен, как в каждой семье, мне кажется, свой какой-то, там, своя договоренность, кто как хочет, кто как выбирает. У нас было так, что первых двоих мы, ну, как-то по плану это было. То есть, ну, нужно, да? То есть, семье... Третья у нас девочка была сюрприз. Это как? Это очень интересная история. Я как раз-таки закончила кормить ребенка и пошла проводить там всякие исследования, УЗИ и так далее, планово. И я прихожу на УЗИ, и мне с порога говорят: вы беременны. Я говорю: да нет, вы что? Я только кормить перестала, там год был ребенку. И я ложусь, начинается УЗИ, меня смотрят, говорят: вы беременны. Я говорю: это не смешно. То есть это не смешно, ваши приколы, это не смешно. И оказывается, что я была беременна третьим ребенком, да, и у нас разница 1 год и 9 месяцев между дочками. Я представляю, когда было тяжело, да, в какой период. Да, а 4-го ребенка мы уже, у нас разница там 6 лет между 3-й и 4-й, то мы как бы осознанно пришли. Диляра, вы со своими 5, как делили? Кто кого определял? Я хотела 3. Так. Но дальше сюрприз, согласно истории. Муж хотел 5, и он планировал 5. Вот. И когда было 4, я думала, что это компромисс. Ну, Бог распорядился по-другому. И я считаю, что здесь все-таки, мне кажется, это он решает, кому-то дает много, кому-то дает мало, кому-то вообще не дает. И это его мудрость. Поэтому здесь сколько дают, столько бери, как говорится. Да. Вот, да. Ну и нас было с братом 2. Я всегда хотела, думала о том, мы всегда дрались. Вообще очень жестоко. И мне казалось, что 3 это вот прям, это как команда. Это вот не как соперники, а как команда. И вот к этому стремилась. И 3 подряд родила, а потом уже вот так получилось. Да. Лен, кто у вас принял решение? Ну, 2 года муж просил 3-го ребенка. Но я, честно говоря, как-то, видимо, настрадалась. Долго? Вот, я долго отнекивалась, да. И у него-то как раз-таки был аргумент, и он меня сразил. Он говорит, что мало ли что, какие могут быть обстоятельства, пусть у наших детей будет больше родных людей. Ну, как-то мне показалось, что это очень правильно. Но понятно, что я с Дилярой согласна. Это такое действительно Божье провидение, и каждый ребенок – это такой подарок. И сейчас тренер по волейболу просит у меня 4-го. Но... Поставщик спортсменов. Посмотрим. Все может быть. У нас там немногочисленная группа, 4+. Видимо, хорошие получаются. Ну, судя по всему, надо продолжать традицию. Лена, а у вас? У нас так было, что прямо перед, получается, свадьбой у меня было обследование, мне вообще сказали, что у меня, может быть, не быть детей. И я в слезах, соплях прихожу к мужу, ну, тогда еще жених, и говорю: вот так-то, а вдруг не получится. Он такой: ну, я буду просить дуа, я буду молиться. И я, получается, пока там было долгое лечение, я такая: ну, вот если получится, я хочу 3. И вот на 3 я, в принципе, тоже думала: муж хочет 5, я боюсь своего пророчества. Не смотрите на Диляру. Я поняла, как на самом деле быстро и легко забывается вот это материнство первое. Я помню, как с 1 это же было трэш. С 1 было сложнее всего, чем с 4, потому что это все в новую. Когда анекдот про, когда там 3 детей, а это проблемы кота, да, когда там... Это почти так и есть. А вот 1 действительно была, ну, это какой-то, я думаю, почему не учат материнству? Ну, это у меня был шок. И когда есть комфортная разница, ты успеваешь восстанавливаться, то, да, действительно, сколько Бог дает с ним ризок, да, то есть дает пропитание с ним. Но я думаю, надеюсь, пока 4 это тоже компромисс. Пока компромисс. Я верю. Лена сейчас сказала, да, очень хорошую фразу, что вот если дает ребенка, дает и на ребенка. Да, если вот это вот народная какая-то мудрость, и мы так понимаем, что вот у каждого из вас вот так и произошло. Тут и на новый бизнес дает и так далее. Но в принципе, большая семья, большие расходы, не знаю, большие кастрюли. Я, правда, не знаю, как вот... Я вот на вас смотрю и не представляю, как вы готовите или вообще вот... Ну, есть ли время на это, да? Как строится экономика, какие траты бывают? Вот, как вы вообще все это рассчитываете? Это идет какой-то там жесткий... бухгалтерская книга какая-то дома семейная? И позволяете ли вы себе какие-то лишние траты на дамские вот,
Мелочи и хотелки. Или это вообще должно быть обязательно многодетной мамой? Или в этом ресурс как раз, Анастасия? Как? Ну, конечно, Как? семейный бюджет кроится, как скажем так, с учетом всех особенностей там, да. Хочешь ты того или нет, то есть ты взвешиваешь, да. Я не могу сказать, что я всегда была там какой-то транжир, и вдруг я тут резко решила экономить свой бюджет, потому что детей нарожали кучу. Да нет, просто как-то так вот само собой все случается. И, не знаю, я что-то сегодня все про мужа, видать, соскучилась. Я говорю, у меня реально всегда, муж да? мне иногда говорит, пойдем купим тебе вот это, давай тебе еще что-нибудь там купим, а давай 2 платьишка возьмем там, да, ну то есть... Ничего себе муж, говорит наш режиссер. Ну, правда, у меня такой муж. Хороший муж, мы понимаем, почему скучаете. Такому мужу надо как бы, вот мы ему и родили девок, вот. Но я не из категории женщин, которым надо вот обязательно какие-то крупные бриллианты и все остальное. То есть все в целом... Все, что необходимо, это здесь сейчас я для считаю, жизни. что все в разумных пределах должно быть. И... Кто ведет бюджет? Да, кто ведет у меня бюджет? муж ведет бюджет. У вас муж бюджет? Да, у меня Так, муж. Дарья, а у вас кто ведет бюджет? У нас немножечко поделено. Есть крупные траты, есть бытовые траты. И есть ваши хотелки. Да. Так. На помаду заработала хорошо. Но крупные траты такие, как покупка квартиры, машины, поездки куда-либо. Это все мы доверяем И налоги, это все мужу. Бытовые и дамские мелочи тоже мужу. Ну, нет, по продуктам, например, кто считает, нужно что-то купить, тот и покупает. У нас нет такого, что вот сегодня там я потратил какую-то сумму, зато потратила ты какую-то сумму. Нуждается дом в чем-то. Какие-то элементы классической, да, такой вот, ну, некой советской семьи, когда есть определенный общий бюджет. Да, да. А у вас? У У вас тоже 5. Самая большая статья расходов – это образование и развлечения, эмоции. Это, конечно же, мой выбор в первую очередь, конечно, потому что я сама в образовании, понимаю важность этого, и мне очень хочется дать детям максимум, и что бы они ни захотели, попробовать, там, играть на каком-то инструменте, заниматься каким-то спортом, не знаю, научиться там каким-то IT-технологиям. Я всегда на это выделяю деньги в нужном количестве, потому что это... Но это для нас приоритет. Ну и плюс эмоции и развлечения – это то, что останется с детьми на всю жизнь, когда они вспомнят, как они ходили в зоопарк, как они ездили в какие-то поездки, путешествия. Вот это самое-самое важное и самое как раз-таки расходное, я думаю, да. Гузель? У нас, наверное, тоже есть крупные покупки, там машины, квартира, дом, то это супруг. Мы долгое время, кстати, у нас был совместный бизнес, порядка 20 лет, поэтому... В общем, применяли все, что в бизнесе, так и в семье, да? Да, То есть, как управленческий, сколько? бухгалтерский учет, управленческий учет, налоговый учет. То есть, да, так. Хорошо. Елена, у вас? Да, сейчас. У нас в исламе есть такая вещь, что деньги мужа – это общие деньги, деньги жены – это деньги жены. Прекрасно. Прекрасно вообще, просто меня все устраивает в этой схеме. Примерно так у нас и в семье все расходы, он ведет. Ну, честно, вот так примерно у всех и получается в конечном итоге, потому что, я не знаю, траты на дом, машину, квартиру и так далее, а все остальное вот... Единственное, я просто не до конца не вникала, что такое женские радости, потому что детские радости, грубо говоря, была этим занята. Я только сейчас, наверное, начала приходить к этому моменту, что вообще на себя что-то тратить и так далее. До этого как будто бы было не до этого, я этим даже не была увлечена. То есть не было таких вот дамских радостей? Вообще не было. Это я только сейчас поняла, что их не было. Хорошо, что пришли. Хорошо, что так можно было, Елена. А у нас есть интересное, вот вы сейчас пока говорите, я вспомнила. Может быть, я, конечно, не домать, но мы создаем искусственный дефицит для наших детей. Ну, просто, что ж так случилось, если мы 2 пахаря, и мы тоже против радости в виде бриллиантов, там, шуб и так далее, но мы работаем, и, соответственно, слава богу, в нашей республике можно работать и зарабатывать, да? Но мы создаем искусственный дефицит, который стимулирует детей. Допустим, когда дети были младшие школьники, старшие, значит, дети, мы говорили, что если вы будете там плохо учиться и так далее, вот у нас есть запас на одного, значит, на платное образование в вузе.
Так они и знали, что у нас есть на одного. есть вы В устраивали итоге у нас соревнования? старшая дочь поступила на бюджет в Питер, куда хотела, средняя поступила на бюджет. И это уже шутка, они уже понимают, что это шутка, но тем не менее это вот как-то их стимулировало. И сейчас, когда они живут, студентки, в другом городе, я честно скажу, я очень мало им отправляю денег, но они работают и зарабатывают. И я понимаю, что это искусственный дефицит, Но какая потому что мотивация если им зато? куда-то нужно, да, если им нужно на обучение какое-то, там, на курсы, они знают, что это есть. Но мы вот так живем. Ну, неплохая мотивация получилась. Тем более На маминой бюджет. радости никто никогда не жалел. Еще осталась вот эта кубышка, да, если что, на платное образование. Я к чему про эту экономику-то спросила? В принципе, в Татарстане за 10 лет число многодетных семей выросло в 2 раза, там, с 25 тысяч до 50 тысяч. Много мер поддержки, в принципе, от государства, но в большей степени это касается семей, где, где-то сложное финансовое положение, да, где-то там что-то произошло, кто-то потерял работу, такой прожиточный минимум, скажем так. Вот им помогают, а вы успешные многодетные семьи. Каждый из вас фактически владелец бизнеса, как и супруг, как и вы сами. Спокойно вкладываете в эмоции, как вы говорите, да, хотя я не думаю, что там всем это по карману вкладывают еще и в эмоции. Дай бог на образование, вот одно платное наскрести некоторым. А нужны ли вам меры поддержки? И в чем они могут выражаться? Нужны. Это было бы приятным, очень приятным бонусом, дополнением, потому что всегда приятно прийти в музей и показать свой билет многодетности, да, и пройти бесплатно. И так происходит в Москве, например. Ты приходишь, и в любой музей ты заходишь бесплатно, в зоопарк или на какие-то интересные активности. Вот. У нас в Казани с этим, конечно, пока не очень. В республике, я думаю, да. То есть вот такая некая многодетная культурная карта. Хотелось бы, это бы облегчило, серьезно бы облегчило расходы. Я представляю, как с 5 детьми, с супругом, в общем, всемиром прийти, да, там Третьяковку за деньги, да, там Эрмитаж. Да, на самом деле это, наверное, тоже, какой-то миф. Может быть, я сейчас раскрою тайну, но я уверена, что у вас точно так же. У меня, например, дети донашивали, друг за другом какие-то вещи. Это не значит, что мы там бедные или там еще что-то, а это просто удобно. Вот. Или, да. И потом, есть еще, кроме вот этих вот бонусов, на самом деле, есть еще одно, что меня прям, честно, очень сильно беспокоит в нашем государстве, не только в Татарстане. А вот у моей мамы было 3 детей, вот у меня 3 детей. Но когда я меняю паспорт, эти дети вычеркиваются из паспорта. И получается, что моя мама в старости уже не имела детей, потому что там в графе «дети» было пусто. И я знаю, что для нее это было важно. Больно. Да, было важно. Смотрите, как интересно. Мало кто-то об этом говорил. На самом деле, вот у меня сейчас в паспорте 1 ребенок, потому что когда пришло время менять паспорт, 14-летних детей уже не вписывают. Поэтому, знаете, это... казалось бы, вроде бы мелочь, это не в рублях, документ. Да, это как будто бы не в рублях, но это же тот документ, который, как-то вот обнуленность, обнуленность, не знаю, может быть, это у нас, у русских, какая-то такая есть традиция уважать документы. Нет, очень интересная идея. Есть у кого еще что? Чего нужно еще, Анастасия? Понятно, что сын, 5-й. Скажи про школьное питание. Школьное питание? Слушай, они же у меня уже, видишь, какая ситуация. Им старшим уже давным-давно 18, у меня старший в этом году будет 30. И поэтому мой статус многодетности закончился, когда 2-й дочери стукнуло 18. Все. Ты забыла просто. Да, а нужен пожизненный статус многодетной? Вот этого статуса нет у нас. У нас его нет. Когда у тебя ребенок, ему старше исполняется 18, то есть все твои маленькие уже становятся вроде как обычными детьми. И поэтому ты статуса многодетности лишаешься в этот момент. То есть если у тебя 3 детей до 18, ты еще многодетная мама. Как только исполнилось старшему 18, у тебя их только 2, все. И, соответственно, какие-то там условные льготы, там, как, по-моему, коммуналка 30%, это и все лишаешься. Но, кстати, в Татарстане, например, мы получили землю, как многодетная семья. Я думаю, девочки тоже там, да? Кто-то успел, кто-то, говорят, нет уже, да, Это был приятным бонусом, действительно, у нас есть кусочек земли там, и это хорошо.
Вот, что? Ну, конечно, вот мы пользовались, например, в зоопарке, мы ходили, как многодетная семья, мы еще маленькие были, мы ходили. Но было бы приятно, правда, чтобы вот этот вот статус твой остался, потому что у меня осталась только корочка многодетной мамы, она у меня лежит в документах, ну, и это все. так, это из категории «было время». Еще и в паспорт не вписано. А еще и в паспорте, да, это правда. Поэтому интересная проблема обозначена. Надеюсь, что год семьи это как-то возможно решит, потому что эти инициативы, в принципе, нужно слышать и выносить их, наверное, на общественное обсуждение. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайся. Продолжаем предпраздничную программу, посвященную 8 марта. Сегодня в студии многодетные мамы и бизнес-вумен в одном лице. Очень интересная героиня. Тут в рекламе было много чего бурно интересного. Вернемся к вашей вот как раз самореализации. Вообще один из главных страхов молодых женщин, которые задумываются о рождении детей, это вот страх не реализоваться в профессии. Да? Ученые даже ввели, кстати, термин «ролевое напряжение», когда человек, выполняя одну социальную роль, не всегда может успешно выполнить другую. У вас тут все как-то наоборот, да, сложилось, точнее, все взаимодополняет. И вот сейчас эта тенденция такая, вот сначала семья, сначала карьера, потом семья, потом позднее материнство. Насколько, вот если бы сейчас была возможность, как вот президент страны в Новый год там выступает, да, вот что бы вы сказали тем, кто сейчас принимает решение вот сначала родить, а потом карьеру строить? Или сначала карьеру построить, а потом родить? И почему не стоит бояться 5 детей, Диляра? Что бы я сказала? Подумайте хорошо, я бы сказала. А потом взвесьте свои возможности внутренние, потому что у каждого человека определенное количество энергии изначально. Кто-то очень энергичен по своей натуре, кто-то менее. И, естественно, то, что для кого-то прям совершенно естественно, и он может совершенно много-много-много всего делать, второму вообще смерть может. Вот, поэтому у меня с каждым ребенком приходил новый проект. То есть, когда первый ребенок родился, вот после этого, через год, я вот тогда задумалась о том, что я хочу что-то сделать такое большое и связанное с образованием. Я увлеклась, я этим стала заниматься, просто очень. И тогда родилась «Мозаика». Потом с каждым новым ребенком появлялся новый проект. Как открывалась сеть полилингвальных комплексов, там, я не знаю, частных школ? С каждым новым ребенком открывала новую школу. С каждым новым ребенком новый проект, да. И сейчас меня прям, да, сейчас просто я тоже подкапливаю энергию и тоже готовлюсь запустить новый проект. Вот, но это всегда, мне кажется, вот как Бог дает сил с каждым ребенком, и силы, и ризык, и все дает. Отказаться нужно от карьеры? Вот скажите на самом деле, девушкам. Вот, сколько я слушала историй вообще, вот на первый декрет действительно нужно подготовиться. Выделить время, побыть самой собой и так далее. И, как правило, в принципе, да, вот это... С ребенком побыть, да, вот это все понять. Часто же истории слышим, что вот в декрете я нашел на себя, начал вязать, тортики печь и так далее. То есть у тебя появляется время действительно понять, какой курс ты хочешь докупить, кем ты хочешь побыть. Вот в каком-то социальном таком вакууме, когда ты перевоссоздаешь себя. А с точки зрения даже просто здоровья женского, я считаю, что такое обновление каждый раз, это так полезно, в принципе, рожать полезно. Рожать как полезно. Это звучит, да. Очень, вот потрясающее обращение. Рожать полезно, сказала мама 4 детей. Анастасия, что бы вы сказали девушкам по ту сторону экрана, которые думают, карьера или семья? Ну, слушайте, а женщина, мне кажется, имеет смысл думать о своих амбициях. И дети – это тоже одна из сфер ваших амбиций. Ну, то есть, а почему и да? У нас просто мышление как устроено? Мы или. Ну, то есть, или дети, или бизнес. А почему бы не жить в разговоре, что вообще такой парадигме, что все одновременно можно? И дети, и бизнес. Вот я смотрю на женщин, которые меня окружают, у которых реально и бизнес, и дети. Они очень активно живут. Они столько всего успевают. Они путешествуют. Я искренне восхищаюсь. То есть энергию, вопрос важный, запросите, дадут там, да, под детей все дается. Люди думают, что вот если я родил ребенка, то вот на ребенка на еду дадут.
Так и на все остальное дадут, и на бизнес тоже дадут. Двигайтесь. Хорошие мотивационные фразы. Очень важно переключаться. Когда ты все время в детях, это вообще просто невозможно. Начинает голова просто вот взрываться. То есть нужно где-то черпать Да, ресурсы, когда ты энергию, переключаешься на какие-то другие дела, на хобби, на бизнес, на какие-то на себя, на занятия какие-то свои женские, то становится сильно легче, ты наполняешься. Дома ты наполняешься для своих каких-то свершений в мире, вне ты черпаешь энергию для того, чтобы дома ее применять. Гузель, чем мотивируете девушек по ту сторону экрана? Ну, это личный выбор каждый на самом деле, и я полностью соглашусь с тем, что это моя была история, что мне сложно было 24/7 находиться с ребенком, и я просто с ума сходила. И для меня, когда я могла взять ноутбук, пока ребенок спит, и поработать, это было как окно в другой мир и возможности. То есть и здесь реализация, и здесь я не теряла себя как личность, то есть я могла строить карьеру, и в то же время я реализовывалась как мама, что для меня тоже является очень важным. Дарья? Что бы сказали? Что бы я сказала? Сначала были дети. Как-то так, тоже какой-то момент поработала, потом первый, второй, потом третий ребенок. И мне, когда они рождались и росли, вообще не было такого плана построить, что-то свое создать и развиваться как бизнес-вумен. Но вот что заметила, у всех дети болеют. Это самый, наверное, такой тяжелый момент в материнстве, когда они друг за дружкой паровозиком, первый, второй, третий, и по кругу болеют. Когда меня дети привели в профессию. И то, что сейчас есть у меня, поддержка семьи мужа, но вся эта идея, это благодаря тому, что у меня мои дети вот туда... Появятся дети, сложите карьера. Да, но я хотела сказать, что дети болели, потом в какой-то момент времени я поняла, чтобы мне привести в нормотипичное развитие двух старших, мне нужно начать образование, потому что я понимаю, что бесконечно ходить по педагогам, это как-то тупиковое в какой-то мере. Ну и дорого. И дорого. Да, заработать-то можно, но я стала интересоваться, как это все происходит. И, в общем, когда шла получать образование первое, второе, третье, я заметила, что дети Дарья не болеют. Преобразование еще, будучи со всеми детьми, там... Много образования. Я понимаю, что беременность, роды, образование. Перестали болеть, потому что мне стало некогда их лечить. Вот. Очень хорошая мотивация. И, Лен, что у вас из мотивации? А я хочу сказать, что я тоже с первым ребенком просидела все 3 года, а вот со второй я вышла на работу, когда ей было 9 месяцев, потому что это действительно, день сурка, это действительно очень трудно. И вы знаете, я так вгрызлась в работу, и сейчас как работодатель я тоже очень всегда с энтузиазмом беру женщин, у которых есть дети, на работу, потому что, как правило, это классные менеджеры. Это люди, которые умеют делегировать, умеют правильно планировать, ставить приоритеты. Логистики еще. Да, и я первый год работала вообще, я не хотела идти в отпуск. И мне говорят, почему ты в отпуск не уходишь? Я говорю, так я здесь отдыхаю. То есть я настолько правильно все спланировала, что все у меня было, прям вся логистика была распределена, что я даже успела еще и 3-го ребенка родить, и это было действительно непрерывные практически вещи. Вот, поэтому мне кажется, если говорить про какие-то советы, я абсолютно согласна с девочками, и самое главное, это действительно выбор. Это выбор на 100%, потому что как ты хочешь, так и будет. Есть прекрасные мамы, которые сидят... Дурацкое слово, сидят с детьми, они же вообще не сидят. Да, то есть ты же вообще не сидишь, ты в этот момент ни на минуту не садишься, и иногда даже руки... Мама, бегающая за детьми. Я прям помню, что у меня даже иногда руки тряслись от физической нагрузки, потому что крупные дети, кто-то на груди в перерыве, ты должен вроде бы поспать, а ты не спишь, потому что надо приготовить, убраться. И это тот еще квест. Поэтому иногда сделать карьеру легче. Еще один момент. Мало кто из телезрителей знает, да, бизнес-вумен, давайте про бизнес расскажем вообще, в принципе, чем наши леди сегодня занимаются. Елена, мама 3 детей, сооснователь, руководитель детского города Kids Space. Елена, сооснователь сети кафе «Татарская кухня», основатель психологического клуба, Диляра, владелец частных детских садов и школ. Дарья в конечном итоге основала нейрологопедический центр. Все, училась, открыла. Семейный психолог, свой бизнес. Анастасия, мама 4 детей, тренер программы «Личная эффективность», основательница Академии «Ментор», член психотерапевтической лиги.
Не, нормальный, солидный бизнес это у всех. Я же что понимаю? Я же понимаю, что это вы реально же совладелицы либо владелицы. Вы же не просто мамы дома сидящие, а супруг и владелец, а у вас просто статус совладелицы, да? Вы же в принципе реально участвуете в бизнесе. Вот про логистику, когда просто про логистов говорили и так далее. Как выстраиваете свой тайм-менеджмент? Что происходит вообще? На что похож ваш день? Вы ходите по календарю, ой, я не знаю, там, по блокноту, в который записано, расчерчено. Как это происходит? Как вы выстраиваете вот эту всю дорожную карту? Тщательно. Почему ты на меня смотришь? Тщательно. У кого какие фишки есть? Как выстроить свой тайм-менеджмент так, чтобы даже мама одного ребенка, в общем, все успевала, в отличие от мам 5? У меня Google календарь. Да. Я его выстраиваю как тетрис. Там все, там нет свободного места. Там прям кубиками цветными все заполнено. Включая каждую танцы, неделю. да? Танцы я ставлю в первую очередь в свой график. Диляра занимается еще какими танцами? Сальсой. Сальсу танцует Диляра у нас, да? То есть с 5 детьми. Да, я последние 2 года бизнесом. увлеклась танцами. И я их ставлю в первую очередь тренировки. Я ставлю туда встречи с моими коллегами и бизнес-леди обязательно, потому что то, что меня ресурсирует и наполняет каждый день, я должна это ставить в первую очередь, потому что иначе меня не хватит ни на кого просто потом. Да, да, и должно быть обязательно творчество, должно быть общение с женщинами, должно быть Это каждый обязательно... день стараетесь закладывать? Обязательно каждый день есть что-то у меня. То есть не раз в год, да? Нет. Вот посмотрите, да, что-то рушим стереотипы каждый многодетной день. мамы. Не раз в год танцует. Каждый. У меня 2 тренировки в неделю обязательно, просто обязательно. И уже после этого я в остальные уже вот эти все пространства уже закладываю все. Рабочие встречи, какие-то там конференции, Zoom, там учебу, там и так далее, вот так. Потому что для меня это приоритет, и только так я выживу. Так, Анастасия, хорошо смеялись, а у вас как? А у меня годовое планирование. Годовое планирование. Да, я так. планирую на год все. Ну, то есть у меня в целом как бы год расписан. И у меня есть города, где я гастролирую, где я провожу обучающие программы, тренинги. А детей каким фломастером вписываете? У нас дети настолько сейчас взрослые и автономные, что мне иногда кажется, что им достаточно с нами не так много времени. То есть у меня не груднички. И им нужен отдых с нами, совместный отдых. Вот это мы планируем, более-менее так в целом. И я всегда планирую время, которое мы с мужем проводим. Ну, то есть для нас, например, важно, чтобы мы отдыхали вместе. Обязательно там походы вдвоем, в кино, еще что-то. То есть для нас вот вдвоем очень важно. Вот это мы планируем. И обязательно я планирую обучение. Ну, то есть мы смотрим, как мы можем и где мы можем учиться. Мне не все удается. Когда мне говорят, как ты все успеваешь, я говорю, я много чего не успеваю, но как-то я по этому поводу не переживаю. Я совершенно спокойна, я живу просто. Вот я живу, как у меня живется моя жизнь, как мне хочется. Где-то я расстраиваюсь, а где-то я прям умница-разумница. Все. Вот сегодня у меня успешный очень день. Я прям все успела. Вот, а у Лены грудничок. А вы как? А вы вообще успеваете что-то Слушай, планировать? Такие Нет? ванильные мы все. Прям, все получается. У нас у каждого по кружку там, у нас прям целая вот именно детская логистика. Я поэтому еще, почему на себя-то не успеваю. Слушай, думаю, я скоро, танцы, мне очень надо все это. Все на сальсе. 3 детей я вообще нормально скомпоновала со своим графиком, с бизнесом. У меня вообще все шло в минуточку, вот таким же календариком, все по времени, по будням. В роддоме я поняла, что что-то уже не то. Такая муж узнал, что такое у нас, оказывается, у нас слишком много кружков, муж узнал, только в этот момент, потому что он в этом был не участен. Сейчас у мужа теперь такой календарик, где не успеваю, я муж, там, я сейчас уже лишнего не беру, думаю, оказывается, справляется, где-то такси, где-то старший сын уже сам, там, оказывается, у нас вот, в автобусах тоже бывают льготы, тоже узнала, когда старший повзрослел. И у нас вот прям такое, ты пришел, доехал, вот с понедельника по пятницу. В субботу, воскресенье еще соревнования могут быть. Это вообще не было у нас выходных. И это вот так вот расписывается на месяц тоже. Либо внезапные какие-то истории с тренировками. Это вообще выбивает из колеи. Но в любом случае обязательно нужно вот это обязательное планирование, да? Как минимум на неделю, как максимум на год, да? В голове уже все не держится на гормонах там. Столько информации. Какие профессии, вот помимо того, что вот в бизнесе вы там состоялись, какие профессии вообще подарило вам материнство? Лена?
О, это интересный вопрос. Так, Ну, во-первых, наверное, навыки. Ну, во-первых, я действительно научилась просить. Я никогда не думала, что я с чем-то не справлюсь. Ну, казалось, что я вообще всесильная, я все могу. Но, как выяснилось, вот Лена сейчас находится в цейтноте вот этой логистики. Наши дети тоже действительно уже выросли. И когда они были вот в таком возрасте, да, пришлось просить. У нас вот мама мужа за рулем, и она возила. И мы как раз-таки жили вот в этой матрице детских каких-то кружков, да, мероприятий. И если вдруг, не дай бог, манту не очень хорошая, то все рушится, потому что надо какие-то внезапные сдавать вообще какие-то новые маршруты. Нам всем надо куда-то идти, там, сдавать флюорографию. Ну, то есть это, ну, просто, да, вот все было это такое разрушительное. Поэтому лучше не болеть. Вот, ну, по идее, значит, вы стали врачом. Я стала врачом. Всё. Я несколько раз спасала своих детей от каких-то, можно сказать, смертельных ситуаций. Вот. Аниматором. Водителем. Водитель, Я аниматор. начала водить машину, потому что, да, одной машины было мало. Аниматором. Да. Когда было не очень много денег, я, да, надела нос и проводила день рождения. Да Так, много что. Да практически все мы умеем теперь делать. что еще самое необычное? Турфирма. Гузель. Наверное, не так необычно, но психологом. Да, То есть, психолог. если так послушать, у нас здесь почти все психологи, даже в профессиональной деятельности. То Это есть, вы просто явные, а мы не явные. Нутрициологом, да, Так, специалистом по питанию. так. Я не знаю, рады ли этому дети, но нутрициолог. Блогером. Так, хорошо, еще кем? Блогером, да. Блогером. Так, почти все, да, ведут свои социальные сети, Анастасия. Я вот смеюсь, говорю, я вот такое маленькое турагентство домашнее. То есть я, например, решаю, ну, куда мы едем, и подбираю, каким образом мы поедем. То есть бронирую там места, гостиницы. То есть это такая тема моя, развлекательная. Сейчас перед завершением там программы еще по одному вопросу, и потом еще коротко подведем итоги. В 2022 году было восстановлено в России звание «Мать-героиня». Она присваивается матерям, воспитавшим 10 и более детей, в том числе усыновленным. Кто-нибудь из вас готов пройти этой дорогой? Нет. Всем спасибо. Всех благодарю. То есть все-таки мы говорим о том, сколько дал, столько взял, и на данный момент нужно существовать в этой гармонии, да? А какие самые необычные подарки были на 8 марта? Или что самое трогательное вас в этот день? Для вас в этот день? Моя свадьба. Так, прекрасно совместили. Я дочку родила накануне, как раз-таки вот 7 марта, родила в прошлом году Поздравляю дочку. вас и вашу дочку. Так, какие еще подарки, Анастасия? Чем Ну, радуете? детские поделки, боже, это так всегда мило, чудесно. Там эти Мои до сих цветочки. пор что-то мне дарят, сделанные собственными руками. Вы это храните? Конечно. У нас прям, у меня хранилище дома. Гузель, а у вас? да, тоже детские поделки, вот эти обнимашки, мамы с праздником, это вообще настолько Завтрак в трогательно. постели вот тут. Да. Так, подождите. Лена, что про завтрак в постель? Я не такая мимимишная, блин, сейчас думаю, господи, где все эти поделки? Они меня убьют, только бы им эту передачу не показывать. Не знаю, честно. Какие-то уж храню я, вот, которые они значимость придавали. Да, вот эти вот завтраки, вот эти вот мимимишки, вот это неподкупная любовь, это какая-то... Она и в празднике особенно действительно чувствуется, потому что они к этому готовятся, в школах они что-то делают, они прям очень трепетно к этому То есть для них это относятся. большой важный подарок. А у вас что, Даша? Я согласна, что с возрастом понятие о празднике немножко притупляется и каким-то становится очень плоским. И вот ты мне, я тебе, да, там, ответ на носки, да, что подарить. Ну, дети дарят и воспринимают праздник по-особенному. Может быть, их с садика так воспитывала группа детского сада, что прям вот мама, потому что они прям такой. И на самом деле, когда сейчас приближается праздник, подходят ко мне дети, и там, а что тебе на Валбере заказать? Ну, какие-то такие вещи, которые, я такая думаю, блин, думают же обо мне, да? Ну, то есть прям вот не просто там, ну, приятно. цветы всегда приятно получать в подарок, или там украшения, если супруг дарит, ну, неважно, какие-то такие вещи, а тут прям ему реально интересно, что мне интересно. И так особенно готовится так. Еще один есть стереотип, что все-таки каких-то детей в семье любят больше, каких-то меньше. Вот буквально там или хором, или хотя бы одна-две, что потом подытожили. Вот
прав этот стереотип? Есть такой стереотип? Вот моя мама всегда говорила, вот укуси какой-нибудь палец, скажи, какой больнее? Одинаково все больно. И точно так же все дети, они все разные абсолютно. И невозможно сказать, что вот их сравнить-то невозможно, не то что любить по-разному. Они все разные. Хорошо, и эфир завершается. Давайте в конце поздравим сами себя или своих вот тех, кого хотите поздравить с 8 марта. Лен, давайте. Ой, я вообще хотела Очень бы коротко поздравлять только, да. каждым днем. Вот чтобы женщина действительно ощущала счастье, стремилась к нему. И если ей вдруг плохо, она на этом не останавливалась и искала свое счастье. Хорошо, Даша. Я хочу, чтобы 8 марта было кульминацией прошедшего года с 9 марта прошлого, подытоживанием таким, что 8 марта все мужчины, окружавшие каждую женщину, сказали, что ты молодец, потому что вообще, что ты клевая, классная, что ты у нас есть. То есть больше слов. Этот язык любви тут ощущается, да? Уже понятно становится, да, Анастасия? А я бы хотела пожелать в этот день своей свекрови. То есть мне бы хотелось именно ее поздравить. Она очень значима для нашей семьи, и мне бы хотелось пожелать ей здоровья, радости как можно больше, таких приятных впечатлений, чтобы мы могли и имели возможность ее радовать. Спасибо, Гузель. Я хотела бы всех поздравить девушек с 8 марта, и чтобы и в этот день, и каждый день они чувствовали любовь, могли сами дарить любовь и принимать ее. Спасибо. Диляра. Я поздравляю своих мам. Без них бы мое материнство было очень грустным. Да, и поздравляю своих дочек. У меня 3 дочки, и я очень хочу, чтобы, глядя на меня, они тоже захотели стать счастливыми мамами. Глядя на вас, сейчас многие хотят стать такими счастливыми мамами, Диляра. Я думаю, что в том числе. Запустили проект «Мать счастливая», куда хотим привлечь женщин и показать им, что материнство может быть в радости, в легкости, и при этом возможно и саморазвитие, и самореализация. И в сентябре хотим сделать форум многодетных матерей, куда тоже я вас очень с большой радостью приглашаю. Спасибо, Лена, завершаем. А я хочу пожелать всем мира. Я хочу, чтобы мы не беспокоились о будущем наших детей. И хочется, чтобы душа наша была спокойна, и чтобы наши мамы успокоились, и чтобы мы были спокойны, чтобы у наших дочек тоже были красивые перспективы. Перспективы и семьи. Я благодарю вас всех. Я поздравляю точно так же вас всех с наступающим 8 марта. Отличная идея, потрясающая, которую вынесла сегодня клуб. Как клуб счастливая? Мать счастливая. Клуб «Мать счастливая». Вот о чем надо говорить, чтобы вот... Я хочу, чтобы в вашем клубе было как много больше мам. Многодетных и немногодетных. Но главное, чтобы быть счастливых. А женское счастье у каждого разное, у каждого свое. И пусть вот с этим счастьем, чтобы вам жить дальше и реализовываться во всех своих направлениях. Еще раз всех с праздником. Всего доброго. До свидания.